Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Взгляд в будущее. Глава Якутии провел совещание по рассмотрению проекта инвестиционной программы республики. Винить в болезнях генетику. Исследователи Северо-Восточного федерального университета работают над созданием биобанка генофонда народов Арктики. Астрономическая смена сезонов. 22 сентября – день осеннего равноденствия. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с завершением единого дня голосования. Уважаемые жители Дальнего Востока, завершились выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я хочу поблагодарить вас за участие в выборах. Хочу пожелать новому составу Государственной Думы успехов. Более 2,5 миллионов дальневосточников приняли участие в выборах. Избранные вами депутаты начнут совместную работу по обсуждению и принятию важнейших законов. Они будут создавать условия для развития отдельных территорий и всей нашей огромной страны. Я желаю жителям Дальнего Востока счастья и всего самого доброго. Глава Якутии провел рабочее совещание по рассмотрению проекта инвестиционной программы республики на 2022 год. Айсан Николаев отметил, что благодаря инвестиционной программе в регионе реализуются проекты и мероприятия по ключевым направлениям социально-экономического развития – образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства. В проекте инвестиционной программы на будущий год приоритетными направлениями определены социальная сфера, сельское хозяйство, транспортный комплекс, инженерная инфраструктура и жилищное строительство. Кроме того, в документе нашли отражение такие важнейшие направления, как обеспечение жильем детей-сирот и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Рост цен на авиабилеты этим летом привел к росту тарифов на услуги в республике. В августе в среднем на 1,2%. Между тем, по данным Сахастата, рост цен на все товары в среднем в августе по сравнению с июлем зафиксирован на уровне 0,4%. Изменение цен на непродовольственные товары, по словам специалистов, обусловлено ростом цен на бензин. По продовольственным товарам у нас как раз-таки из-за сезонности к июлю есть немножко снижение по овощам. Это мы зафиксировали. При этом есть еще снижение по нескольким видам фруктов. А если сравнивать с уровнем прошлого года, там, конечно же, рост есть, порядка 3% отмечаем. И такая тенденция наблюдается по всем видам товаров и услуг. Наши регистраторы каждый день обходят объекты торговли, оказания услуг и фиксируют там изменения цен. Они считывают цены с прилавков, с прейскурантов и могут воспользоваться информацией, размещенной на сайтах. Все собранные данные у нас заносятся в специальном мобильном приложении и сразу направляются в Росстат. В республике усилят меры по выявлению признаков ОРВИ при входе в образовательные учреждения. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Изабелла Самойлова. По ее словам, за последние 2 недели в Якутии наблюдается рост заболеваемости, особенно среди детей школьного возраста и молодежи. Поэтому в школах, СУЗах и вузах, а также на предприятиях и организациях необходимо усилить проведение утренних фильтров для своевременного выявления лиц с температурой и признаками заболевания, чтобы не допускать их к учебе и работе, отметила Самойлова. Исследователи из Северо-Восточного федерального университета начали работу над созданием регистра и биобанка генофонда народов Арктики. Предполагается, что при работе над проектом выявят новые патогенные мутации, определят нозологические формы моногенных наследственных болезней на территории северо-востока России и Арктики, их распространенность на 100 тысяч человек и причины высокого накопления в популяции, а также проведут сравнение с данными по России и в мире. Помимо создания регистра и биобанка, также будут разработаны и внедрены программы регионального скрининга на 7 наиболее часто встречаемых генетических заболеваний. Программу могут поддержать в рамках научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития», который создают в Якутии.
В рамках всероссийского проекта «Образовательный союз» в школах и детских садах Якутии проводятся съемки фильма об особенностях образовательной системы в нашей республике. Подробнее о проекте расскажет Марфирина Алексеева. Программа у экспертов в республике очень насыщенная. Команда проекта «Образовательный союз» на протяжении 4 дней будет работать на 16 площадках. Это школы и детские сады города Якутска и близлежащих районов. Сюжет фильма расскажет о самых интересных и уникальных образовательных практиках в Якутии. Командой уже отснято 15 фильмов. Появляются инновационные площадки, появляются инновационные технологии. И субъекты не всегда могут поехать один субъект, одна образовательная организация к другому. А когда есть вот такие фильмы, где показывают лучшие практики, конечно, это очевидно. И, собственно говоря, по просмотру этого фильма, может быть, какие-то регионы захотят приехать к вам и побывать в этой гимназии прекрасно. Обучение в Саха-гимназии проходит полностью на якутском языке. Система обучения выстроена по методике Эльконина-Давыдова. Цель системы – научить детей самостоятельно ставить задачи, определять методы их решения и анализировать результаты. У каждого ученика имеется свой индивидуальный проект. Ребенок сам выбирает, какие профильные предметы будет посещать. Ребенок выбирает свое образование, значит, свой образ. Он видит уже ближайшие зоны. Через 5 лет он себя, каким он видит себя. Он уже, сидя в школьной партии, он должен уже это видеть, четко понимать, для чего, какая специальность, какая профессия для него в будущем. Первые выпускники гимназии – отличный и очень показательный пример того, что система работает. Оказывается, мой проект касался именно национальной политики в республике. И сейчас я ровно работаю в том министерстве, именно в этой сфере, в направлении государственной национальной политики. И все так сложилось, можно сказать, да. А также, рассматривая свой проект, я очень хорошо, конечно же, увлекался историей. Именно в этой школе мне привили любовь к истории, можно сказать. И благодаря этому я поступил в исторический факультет, закончил. И сейчас вот моя общественная работа в направлении волонтеров Победы, которые именно занимаются сохранением исторической памяти. А детский сад «Цветик-семицветик» является инновационной экспериментальной площадкой по апробации и внедрению методического комплекса вдохновения, автором которого является издательство «Национальное образование». Вообще вот эта программа строится на концепции ученого-психолога Льва Семеновича Выгодского «Социальный конструктивизм». Эта программа не предусматривает такое классическое планирование деятельности. У них есть как бы темы, да, блоки такие по кварталам, по этим стоят, но как бы прям сегодня вот это мы должны делать, вот это мы должны делать, мы планируем вот такую-то деятельность, так, этого нет. Все должно исходить все-таки от инициативы детей, она должна отталкиваться. Также в рамках проекта «Образовательный союз» по всей стране проходит конкурс грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории». По итогам будут выявлены и отобраны самые успешные практики. А победителям будет обеспечено комплексное сопровождение реализации их проектов. Общий грантовый фонд составляет 6 миллионов рублей. Из образовательных учреждений Якутии на конкурс поступило 40 заявок. 2 проекта прошли финал грантового конкурса. Марфирина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Якутия готовится к проведению основного этапа всероссийской переписи населения. В районы республики началась доставка планшетных компьютеров и экипировки для персонала. Напомним, что основной этап переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. За этот период счетчикам предстоит обойти в республике 358 тысяч помещений. В Саха-Стате продолжается набор переписчиков и контролеров. В целом по республике необходимо подобрать порядка 1600 переписчиков и 257 контролеров. Учитывая тот факт, что достаточно большое количество, задача не из легких. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям республики, если есть желание поучаствовать в столь грандиозном проекте, просьба обращаться в отделы государственной статистики как города Якутска, так и отделы по республике, резюме, контакты оставлять. Будем рады всех видеть. С началом учебного года сотрудники ГИБДД города Якутска начали активные мероприятия по профилактике и предотвращению аварий на дорогах с участием несовершеннолетних лиц. Продолжит Саргалана Неустроева.
Одна из важнейших обязанностей инспектора ГИБДД – предупреждение аварий на дороге. К осени поток автомобилей и пешеходов на улицах города увеличивается в разы. Многие возвращаются к рабочим будням и учебе. Самое главное при этом не допустить того, чтобы дети пострадали по дороге домой или из школы. У нас работа с общеобразовательными организациями началась еще с августа месяца. Это значит, мы разработали совместный план со школами, да, и еще некоторые школы с нами до сих пор разрабатывают на весь учебный год. Плюс к этому у нас все инспекторы, закрепленные по своим школам, выступили 1 сентября на линейках в школах. Так, в рамках недели безопасности дорожного движения был разработан план мероприятий. Например, акция «Пешеходы на переходе», в рамках которой сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы с родителями и их детьми, а также раздавали листовки. Участие в проекте приняли и члены студенческого отряда правопорядка ДПС. На сегодняшний день у нас задействовано порядка 20 студентов университета для участия в рейдовых мероприятиях. И на сегодняшней акции тоже мы участвуем. Патрулировали перед школами, чтобы когда дети приходили, им объясняли, как переходить дорогу, помогали им. К сожалению, с начала года было зарегистрировано более 50 ДТП с участием детей. При этом не все из них были пешеходами. Часть ответственности за такие происшествия ложится на плечи родителей. В статистике есть пунктик «Вина детей». Но это, нам кажется, не вина детей, а вина все-таки родителей, которые с малолетства не обучали, не стали для них примером, личным примером. Да? А на пешеходных переходах, когда водители совершают наездные детей, конечно, виноваты в высшей степени водители. Потому что если ребенок правильно переходит по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, то это все-таки вина водителя. На посты рядом с образовательными учреждениями инспекторы заступают 3 раза в день – утром, днем и вечером. Дежурят и на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. Однако это не обеспечит стопроцентную безопасность ребенка на дороге, поскольку это ответственность каждого взрослого. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Дни астрономической смены сезонов во все времена отмечаются в разных странах мира. 22 сентября наступает день осеннего равноденствия. В это время Солнце меняет свое положение и мигрирует из северного полушария в южное, пересекая экватор. Именно поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором – весна. С того момента, как Солнце завершит переход, световой день начнет сокращаться и достигнет своего максимума 22 декабря. После этой даты все случится в обратном направлении вплоть до 22 марта, дня весеннего равноденствия. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.